Состоялась предновогодняя встреча главы города Сардана Аксентьевой с общественностью столицы. Глава города подвела итоги 2019 года и поделилась планами на 2020. По традиции на итоговой встрече с общественностью глава Якутска Сардана Аксентьева объявила тему следующего года. Он объявлен годом поколений, означающим связь и преемственность между поколениями. Мы должны быть достойны их подвига, потому что наши с вами отцы, наши с вами деды погибали на фронтах, воевали, проявляли мужество и героизм ради того, чтобы сегодня мы с вами находились вот в таких теплых, уютных, новых, современных залах, чтобы мы с радостью встречали Новый год. И еще они сражались и погибали за то, чтобы наша жизнь была лучше, чем их жизнь. И поэтому, конечно, для нас принципиально важно в 2020 году, кроме тех социально-культурных мероприятий, которые мы будем проводить, очень много заниматься воспитанием молодежи. Мы их немножко упустили, и те опросы, которые гуляют в социальных сетях, когда вот там молодежь задает вопросы про историю России, многие из вас видели, наверное, да? Для нас, для старшего поколения, это очень грустно, и нам должно быть стыдно. Поэтому этот год мы максимально с благодарностью к старшим и в назидание будущим поколениям. И еще одно очень важное дело, которое мы должны начать в 2020 году. Вы знаете, мы начали программу переселения. Благодаря федеральной программе переселения, немножко из муниципальной программы переселения. Следующее, что мы должны сделать, мы должны начать первый этап переселения домов из 17-го квартала. Как бы ни было мало денег в городском бюджете, но это мы должны найти деньги. Сейчас, по официальным данным, в городе Якутске проживает 335 тысяч человек. За один год Якутск поднялся на 5 пунктов. Еще в прошлом году наш город занимал 66-е место среди крупных городов России. То в этом году мы на 61-м месте, отметила Сардана Аксентьева. Подводя итоги добрососедства, глава города Якутска вручила государственные и муниципальные награды общественникам города. Сегодняшнее мероприятие подвело итог нашей работы в год добрососедства, которую мы начали в 2019 году, да, и планируем продолжить уже и в 2020 году. Наше движение, которое реализовало проект «Теплый дом для друга», завоевало титул «Социальный проект года», и это только начало. Но говоря о том, чья это победа, безусловно, это наша с вами сегодня победа, потому что наш с вами бескорыстный поступок, который мы сделали не для кого-то, который мы сделали для безнадзорных животных, он сегодня тронул, это люди заметили, люди нас поддержали, включился после города Якутска город Ленск, и он этот челлендж перенял, и я думаю, что такими темпами мы охватим всю республику, и мы с вами сегодня в очередной раз доказали, чтобы быть добрым, не обязательно быть богатым. Глава Якутска сердечно поблагодарила тех, кто не по долгу службы, а по зову сердца все свое свободное время посвящает родному городу, чтобы он развивался и становился краше от года к году. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ.